Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, алхамдулиллах, ассалату вассаламу аля расулиллах. Уроки поминания Аллаха. И мы с вами уже в течение нескольких лекций говорим об одном из величайших видов поминания Аллаха. Это «Зикруллахи би-зикри асмаихи ва сифатихи». То есть это поминание Аллаха посредством поминания Его имен и атрибутов. Его имен и атрибутов. И на прошлой лекции Хазрат вам рассказывал о важности самого знания, почему мусульманин должен изучать имена Аллаха и Его атрибуты. А сегодня, иншаллах, мы с вами поговорим о том, что вера в имена и атрибуты Аллаха, она должна отражаться. То есть каждое имя, знание каждого имени Всевышнего Аллаха, вера в атрибуты должна порождать в нас какой-либо вид поклонения. То есть ты уверовал, что Аллах всевидящий, и вот вера в это, оно должно проявляться в каком-либо виде поклонения. Может быть, поклонение сердца, поклонение языка, поклонение других органов тела. Вот сегодня поговорим об этом. Несомненно, этот вид поминания Аллаха, то есть посредством поминания Его имен и атрибутов, имеет множество пользы. И один из видов пользы, то, что когда человек начинает понимать какой-либо атрибут из атрибутов Всевышнего Аллаха, в его сердце появляется вера в этот атрибут, да? Вот это обязательно призывает его к какому-либо виду поклонения. Как, например, он уверовал, что Аллах могущий, всемогущий, в сердце появляется что? Смиренность перед Ним. Смиренность перед Аллахом. Адуль, то есть униженность перед Ним. То есть уходит высокомерие. Там, если узнаешь, каков Он, да, вот говорят же, понимание двух вещей очень важно для каждого мусульманина. Кто Он и кто ты. Вот кто Он, мой Господь, наивеличайший, и кто я, Его слабый, беззащитный, который даже секунду не может прожить без Его милости, без Его заботы. Вот этот раб, слабый раб. Вот очень важно понять два момента. Кто он и кто я. Вот это очень важно. Поэтому в сердце появляются такие виды поклонений, как смиренность перед Ним, как аль-хашьяту вар-рахба, то есть это страх перед Ним, боязнь перед Ним, когда ты начинаешь понимать, что Он всесилен, аль-кахиру, который может, побеждающий, который может победить каждого, да, появляется страх. Когда мы узнаем, что Аллах ар-Рахим, ар-Рахман, аль-Карим, да, щедрый, милостивый, то, альхамдулилля, в нашем сердце появляются такие виды поклонения, как ар-Раджа, то есть это надежда, это любовь. Это любовь. Когда мы узнаем, что Аллах всесильный, всемогущий, и все, что на небесах, и все, что на земле в Его руках, да, под Его мощью, под Его силой, у нас появляется очень важный вид поклонения ат-таваккуль. То есть, когда сердце начинает полагаться на Него, и другие виды поклонений, как явные, так и скрытые. Потому что поклонения бывают явные,
так ведь, то, что можно увидеть, услышать, а есть еще множество поклонений, которые находятся где? Внутри самого важного органа, то есть в сердце. Потому что любовь, да, самые лучшие виды поклонений: вера, любовь, страх, таваккуль, полагание. Это где? Это все в сердце. И это невозможно увидеть, так ли? Поэтому другие виды, как явных видов поклонения, так и скрытых. И вот каждое качество Всевышнего Аллаха призывает нас к какому конкретному виду поклонения. И это касается всех имен и атрибутов Аллаха. Давайте приведем несколько примеров. Когда раб узнает и начинает понимать, что Аллах один, который может принести вред, ад-дарру. Да, когда Аллах наносит нам вред, так ведь, Он не просто так это делает. Потому что Аллах, Он не залим, Он справедливый. Поэтому, когда Аллах что-то у нас забирает, наказывает нас, мы должны понимать, что Он справедлив. Но мы должны понимать, что никто не может принести нам вред, как и пользу, как кроме соизволения Всевышнего Аллаха. Так ведь? Поэтому Аллах единственный, который может принести нам вред. Аллах единственный, который может принести нам пользу. Ни одно Его существо, ни одно создание, ни люди, даже наши родители, да, ни наши супруги, ни наши дети, ни наши соседи, ни наши братья, сестры, ни наши враги не могут нам, не в состоянии нам принести ни пользу, ни вреда, кроме как соизволения Всевышнего Аллаха. Никто не может обойти волю Аллаха, силу и мощь Аллаха. Поэтому Аллах единственный, кто может принести нам пользу, принести нам вред. Аль-ата валь-ману. Аллах единственный, который решает, кому дать, у кого забрать, кого лишить. Так ведь? Аллахумма, зикр, вспомните, после намаза. Ла мани'а, Аллахумма ла мани'а, лима агтай. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обращался к Аллаху после молитв такими следующими словами. Аллахумма ла мани'а, лима агтай. О Аллах, никто не может лишить того, кому ты дал. Если ты кому-то решил дать, никто не может его лишить этого. Валя му'тия лима манах. И никто не может дать тому, кому ты запретил. То есть во все валя янфа'у дал джадди минкаль джад. И ни один обладатель ни богатства, ни силы, ни власти, ни мощи перед тобой не может без твоего созволения никому принести пользу. Поэтому кому Аллах открыл, ему никто не закроет. Кому Аллах закрыл, ему никто не откроет. Поэтому мы это должны понимать. То есть кому дать, кого лишить, один Аллах решает. Так ведь? Валь-хальк, сотворение, творение присуще только Аллаху. Только Аллах может сотворить из ничего. Поэтому это мы должны понимать. А ризк, давать удел, давать пропитание своим рабам, это в руках Аллаха. Аль-ихья уаль-имата, то есть оживить кого-то, одарить душой, да, и умертвить кого-то, это только в руках Аллаха. Поэтому ангел смерти ни у кого не заберет душу, если на то не будет воли Аллаха. Поэтому Аллах тот, который дает, который нас оживляет. И вот этот эмбрион бездушный, вот этот кусок мяса превращается в человека, когда по воле Аллаха ангел спускается к нему с душой с небес. Поэтому Аллах тот, который оживляет, и только Аллах умертвляет. И вот когда сердце, разум раба начинают понимать это, вот эти вещи, да, что Аллах, юдаббируль амр, только Аллах управляет мирозданием, вот всем этим, да, а в его сердце появляется прекрасный вид поклонения. Это ат-таваккуль.
Это полагание на Аллаха. Поэтому просто человеку говорить, да ты положись на Аллаха, да? Если он не понимает, что все в руках Аллаха. Если он не понимает, что всем, абсолютно всем управляет только Аллах. И что исход у Аллаха, результат всех дел у Аллаха. Если человек этого не понимает, то есть если он не смог понять в делах Всевышнего Аллаха, его качествах, атрибутах, то как он может упорядочить, у себя привести в порядок свои дела, если он не понял деяния Аллаха. Поэтому сначала он должен понять, кто Аллах, какие у него качества. Он должен понять, что все в руках Аллаха, а потом на кого сердце, у кого будет искать защиты? У кого будет искать помощь, когда он понимает, что, оказывается, никто не решает, кроме Аллаха. Оказывается, чувство того начальника в руках Аллаха. Оказывается, и риск, коммерция твоя, бизнес, твой доход, все в руках Аллаха. Жизнь твоих детей, все в руках Аллаха. Значит, на кого будешь полагаться, если ты это поймешь? Ты будешь полагаться на Аллаха. Поэтому бесполезно говорить человеку просто, ты положись на Аллаха, когда он не знает Аллаха. Надо рассказать ему об Аллахе. Поэтому в Коране Аллах рассказывает о себе, о своих деяниях, как Он управляет миром, как Он не спосылает облака, не спосылает дожди, как Он заставляет зерно выйти наружу, раскрыться и дать нам плоды. То есть Аллах дает нам понять, что все это в руках Аллаха, управляет всем Аллах. И так, когда человек начинает понимать это, человек начинает искать защиту Аллаха, полагаться на силу и мощь Аллаха. Вот это и есть что? Таваккуль. Таваккуль. Поэтому Всевышний сказал, сурат Аль-Фуркан, 58 аят, «Ватаваккаль» – положись. На кого? «Аляль-хайи» – на вечно живого, «Аллади ла ямут» – который не умрет. То есть, если хочешь положиться, положись на кого? На фалян-фаляна веща. Сегодня он есть, завтра его нет. Так ты положись на генерального директора такого-то завода. Сегодня он есть, завтра его нет, и завода также. Так ведь? Сегодня он, завтра другой. Сегодня он живой, завтра он мертвый. Сегодня у него есть силы, завтра у него нет сил. Сегодня у него есть власть, завтра у него нет. Поэтому на кого положиться-то? Полагаешься на него, все разрушается. Полагаешься на него, его нет. Полагаешься на него, он потерял силы, он сам нуждается, да? Все. Так положись на вечно живого, который никогда не умрет. Поэтому все умирают. Даже вот аят «Куллю ман алейха фан». Я вот очень часто размышляю над этим аятом. «Куллю ман алейха фан». Все, кто и все, что на земле, фан, иссякнет. Все иссякнет. «Ва ябка ваджху раббика зуль джаляли валь икрам». И останется только милость твоего Господа, зуль джаляли валь икрам. То есть обладатель величия и щедрости. То есть вот если ты сегодня совершаешь что-либо ради него, то ты знаешь, завтра его не будет. Если ты совершаешь что-либо ради него, его тоже завтра не будет. Поэтому, так на кого же, ради кого же делать? Так, нужно делать ради того, кто вечен и никогда не уйдет. Это Аллах. Который никогда не потеряет свою силу, свою власть. Так ведь? Только Аллах. Поэтому вот здесь это сурату Рахман, да? А здесь сурату Фуркан. То есть, хочешь положиться? Так положись на вечно живого, который никогда не умрет. Который никогда не потеряет свою власть, силу и мощь. Также Всевышний сказал: «Ватаваккаль аляль азизир рахим». Положись на того, на кого? Не просто аляллах, Аллах говорит, аляль-газиз. Аль-газиз — это одно из имен Аллаха. Аль-газиз, то есть могущественный. Положись не на слабого, который сегодня имеет что-то из мощи Аллаха, а завтра Аллах лишил его. Ватаваккаль аляль-азиз. То есть положись на могущественного и милостивого. Он еще милостивый. Он могущественный,
но Он еще милостивый. Его милость Аллаха. Поэтому в жизни нужно полагаться на могущественного и милостивого. Я когда в Нижнекамске работал, там много братьев, машаллах, они хорошие братья наши мусульмане, в свое время они видели там 90-е, вот эти группировки, вот эти разборки, и братья рассказывали, мы, говорят, когда ислам приняли, все намаз начали читать, бисмилля, там Коран читать, и на рынке, говорит, продаем, подошли, говорит, там, братья там, ребята, говорит, с братвы, наверное, да, и начали там что-то говорить, давайте нам деньги, мы не будем вам платить. И они спрашивают, у вас, говорит, крыша кто? Вас, говорит, кто крышует? А у каждой там фамилия, имя там, понятно, да, говорит, это нас, говорит, Аллах крышует, мы сказали. Тогда давайте, говорит, завтра в это же время с ним приходите, говорит, сюда. Вот, понимаете, люди не понимают, что Аллах покровитель. Аллах Аль-Азиз, то есть положись на кого? Не на этого, не на того, а положись на Аль-Азиз, могущественного и милостивого. Это сурат Аш-Шуара, 217 аят. Сурат Музаммиль, 9 аят. Раббуль машрики валь магриб. Аллах есть Господь как востока, так и запада. То есть Аллах, и там Он хозяин, и там Он хозяин, и на земле Он хозяин, и на небесах Он хозяин. Раббуль машрик валь магриб. Ла иляха илляху. Нет божества истинного, кроме Него. Фаттахидху вакиля. Поэтому выбери Его своим покровителем. То есть Аллах, Он хозяин как востока, так и запада, как земли, так и небес. Поэтому кто достоин, чтобы Его избрали покровителем, хранителем? Только Он. Фаттахидху вакиля. Поэтому Его выбери для себя покровителем. Сурат Ун-Ниса, 81 аят, сура женщины. «Ватаваккаль аля Аллах», положись на Аллаха, «Вакафа билляхи вакиля», и достаточно Аллаха как покровителя. То есть, если Аллах твой покровитель, то ты больше ни в ком не нуждаешься. Поэтому, альхамдулилля, вот пророки, алейхимуссалям, мир им, в отличие от нас, они, конечно, знали Аллаха больше. И они знали, понимали имена, атрибуты, качества Аллаха. И когда происходили разные события, когда Аллах испытывал их разными трудностями, а трудности, которые постигали пророков, их невозможно сравнить с нашими, мы бы не смогли через это пройти, да? Вот они полагались на Аллаха так, как простые люди не могут положиться. Возьмите Ибрагим, алейхиссалям. Когда его посадили в катапульту, да, и кинули в огонь, потому что они не могли его кинуть в огонь. Они не могли, там было столько хвороста. И этот хворост, они там неделю, там сколько таскали этот хворост, чтобы разжечь такое пламя. Да, Намруд сказал, вы сделаете такое пламя, куда мы кинем Ибрагима. Да? И люди просто не могли кинуть, потому что жар был. И они притащили катапульту, привязали его, да, завязали и бросили. И вот он летит. И к нему обращается Джибриль, алейхиссалям, да? Тебе нужна какая-нибудь помощь? Да? Он говорит, хасбун Аллах, хасби Аллах. То есть мне Аллаха достаточно. Аллах же обещал, все, поэтому мне никто не нужен. Понимаете, вот это же он же понимал, что все в руках Аллаха. Да, кто-то мог подумать тогда, да, вот сейчас надо, чтобы Аллах потушил огонь. Надо сделать так, чтобы сейчас кто-то его поймал и защитил, там ангел какой-нибудь на крыльях, да, поймал его и защитил. Нет, Аллах просто сказал огню, будь для Ибрагима прохладным и безопасным. Все. То есть Аллах поменял природу огня. Огонь, который сжигал все, он просто стал для него прохладным. То есть Аллах меняет законы природы. Так ведь? Законы физики меняет Аллах Тааля. Поэтому это есть таваккуль. То есть они понимали, и вот это отражалось в их поклонении. Это отражалось в их поклонении.
Когда раб, идем дальше, другие примеры. Когда раб узнает, бианна Аллаха самия, что Аллах всеслышащий. Ас-самия, Аллах всеслышащий. Аллах, Он слышит абсолютно все. Когда перед тобой встают твои дети, там 3, 4, и все разом начинают говорить, ты как бы их слышишь, шум, но не понимаешь. И ты говоришь, давайте по одному, да? То есть невозможно их услышать. Если кто-то за стеной говорит, мы не слышим. Это Аллах наделил нас слухом, но наш слух, он слабый, не абсолютный. А Аллах слышит все. Ас-самия. Когда человек узнает, что Аллах аль-басир, Он видит, Он всевидящий, Он видит абсолютно все, Он видит то, что за стеной, перед стеной, да? Он видит все. Он видит то, что снаружи, то, что внутри, да, нас. Он все видит абсолютно. Алим, аль-алим, то есть одно из имен атрибутов Аллаха, всезнающий. Нет ничего, что может Аллах не знать. Он знает все. Он знает и будущее, и настоящее, и прошлое. Поэтому многие не могут понять, что такое тагдир, судьба, да? Это знание Аллаха, и оно безгранично. Для него нет разницы между будущим, настоящим, прошлым. Так ведь? Это мы, опираясь на свой мозг, на свой ограниченный ум, мы начинаем судить знание Аллаха. Это море, которое не имеет дна. И кто туда пойдет, он просто утонет. И поэтому не надо туда глубоко нырять. Это знание Аллаха. Но человек, который узнал, уверовал, что Аллах всеслышащий, всевидящий, всезнающий, и что ничто не может скрыться от Него ни на небесах, и ни на земле, ни под землей. Да? Аллах все видит, Аллах все знает. И что Аллах знает абсолютно все секреты. Да? То, что мы говорим, то, что мы думаем. Да? Вот, альхамдулилля, Он начинает контролировать свой язык. Например, да? Потому что он знает, что Аллах все слышит, Аллах все видит. Да? Он начинает контролировать свои дела. Если, например, поймите, вот представьте, ребенок, да, вот в школе, когда приглашают, я спрашиваю детей, вот если бы директор школы, вот если бы учитель покинул класс, когда он покидает класс, вы понимаете, что его нет? Они говорят, конечно. Они пользуются этим. Когда приходит учитель, они знают, что учитель-то все видит. И на столе не лазят учителя, да? Потому что они видят учителя. А вот если бы директор школы поставил камеру и сказал вам, вот видите камеру? Я все время вижу, да? Они бы это чувствовали. Ну, иногда забывает, но все равно кто-то говорит ему, смотри, там же, да? Вот директор, сейчас позовут нас к директору, да? То есть, а вот представьте себе, директор не видит, учитель не видит, полиция не видит, прокурор не видит, да? Никто не видит, но видит кто? Аллах. Аллах всегда видит. И поэтому ребенок, да, молодой мусульманин, который начинает понимать, что Аллах видит абсолютно везде, все, да, он хочет он этого или нет, он начинает контролировать свои дела, свои движения. Он не будет воровать, забирать у кого-то, потому что он знает, что Аллах видит, что он на его земле. То есть он под его властью. Он ворует то, что Аллах дал, не ему, а тому. То есть появляются новые виды поклонения. Он остерегается от грехов. Он контролирует свой язык. Альхамдулилля. Контролирует свой язык. И он контролирует он оставляет то, чем Аллах недоволен. Потому что он знает, что Аллах же это видит. Аллах это слышит. Поэтому Всевышний сказал, «Алям я'лям би анна Аллаха яра». Неужели он не знает, что Аллах все видит? Неужели он не знает? То есть иногда люди совершают грехи, может быть, скрывая от других, да? И вот Аллах спрашивает у него, «Алям я'лям». Неужели он не знает, би анна Аллаха яра, что Аллах все видит? Суратуль Аляк, сгусток, 14 аят. Суратуль Фаджр,
рассвет. 14 аят, также 14. Аллах говорит: «Инна роббака лабиль мирсад». Воистину твой Господь лабиль мирсад, Он в засаде. То есть Он все видит. Даже если ты иногда забываешь это, ты должен знать, что Аллах в засаде, то есть Аллах все видит, Аллах все слышит, Аллах все знает, но Он ждет. Он мудрый. Наравне с тем, что Он все знает, все видит, да, Он мудрый. И Он дает время, Он дает шанс исправиться ему, исправить положение. И Он ждет. Но, когда тот не воспользовался моментом, да, своей возможностью исправить это, да, вернуть то, что он забрал, или извиниться, да, за свой поступок, Аллах уже наказывает. Поэтому Аллах говорит: не думайте, что Аллах гафиль, беспечен, что Аллах не видит, не знает то, что творят беззаконники. Да? Аллах все видит, Аллах все слышит, но Он мудрый, Он милостивый, Он дает им возможность исправить положение. Но если нет, тогда Аллах решает с ними. Сурат Аль-Фаджр, 14 аят. Сурат Аль-Худжурат, комнаты, 1 аят. Ваттакуллах, бойтесь Аллаха, инна Аллаха самиун алим. Воистину Аллах самиун, всеслышащий, алимун, всезнающий. Но здесь даже, хотя мы переводим, да, бойтесь Аллаха, иттакуллах, если мы переведем как просто бойтесь Аллаха, то мы ограничим значение этого слова. Иттакуллах, таква. Это когда ты устанавливаешь забор между тем, чего ты боишься, и между собой, и тем, чего ты боишься, опасаешься. То есть здесь мы боимся гнева Аллаха. Мы боимся Его наказания. И чтобы Его гнев и наказание не постигло нас, мы должны что делать? Мы должны совершать то, что Он от нас требует, то есть фарзы выполнять, и оставлять все греховное, харамы. Поэтому слово «иттакуллах», то есть «будьте богобоязненными», означает «совершайте все фарзы», все обязательные, и оставляйте все запретное. И знайте: «Инна Аллаха алимун самиун галим». Воистину Аллах всеслышащий. Он все слышит. Галимун. И Он все знает. Сурат Аль-Худжурат, 1 аят. «И'малу ма ши'тум». Сурат Фуссилят, разъяснены, 40 аят. Аллах говорит: «И'малу ма ши'тум». Делайте все, что хотите. Делайте, совершайте все, что хотите. «Иннаху бима та'амалуна басир». Воистину Он видит все, что вы делаете. Поэтому совершайте все, что хотите, но знайте, что Аллах все видит. «Иннаху бима та'амалуна басир». Воистину Он все, что вы совершаете, видит, видящий. Сурат Аль-Бакара, 235 аят. Аллах говорит: «Ва'аляму анна Аллаха я'ляму ма фис самавати ва ма фил ард». Знайте, что Аллах знает все. Прошу прощения. «Ва'аляму анна Аллаха я'ляму ма фи анфусикум фахдаруху». Знайте, что Аллах знает ма фи анфусикум, то, что вы скрываете в своих душах. Все, что у вас внутри, Аллах все знает. Сколько там искренности, сколько там истины, сколько там лжи, сколько там сомнений, какие там мысли. Аллах все знает. То есть знайте, что Аллах знает все, что у вас внутри, в ваших душах. Фахдаруху. И остерегайтесь Его. Остерегайтесь Аллаха. Аллах знает. Не надо думать, что Аллаха можно обмануть, да? Поэтому мунафики юхадигун Аллаха валладина аману. То есть мунафиклар, лицемеры, они пытаются обмануть Аллаха, они пытаются обмануть верующих, но они на самом деле обманывают только себя. Поэтому Аллах знает то, что в ваших душах, поэтому остерегайтесь Аллаха, Его наказания. Сурат Аль-Бакара, 235 аят. Вот, несомненно, когда человек начинает понимать это, вот эти качества, Аллах все видит, Аллах все слышит,
Аллах все знает. Вот это побуждает его сердце к чему? К какому виду поклонения? Страху перед ним. Он начинает страшиться Аллаха. Он знает, что от людей-то можно все скрыть, но от Аллаха ты не скроешь. Это призывает к ихласу, к искренности, что все нужно делать только искренне. И человек, он начинает чувствовать, то есть мурахаба, что Аллах все время наблюдает за ним. Вот эта связь. Аллах все время наблюдает за ним. Он должен чувствовать, что Аллах видит его. Аллах знает его. Аллах слышит его. Это, конечно же, призывает к покорности. Чтобы мы были покорны в подчинении Ему. Это отдаляет нас от Его запретов. Потому что мы хотим что-то сделать запретное, но мы вспоминаем, что Аллах же видит. Поэтому, когда к одному из праведных предшественников подошел человек и сказал: я не могу терпеть, скажи мне что-нибудь, я хочу совершать грехи. На что тот праведный предшественник, ученый, сказал: выполни 5 условий, 5, да, по-моему, идет, 5 условий и делай, что хочешь. Ему стало интересно, а как это, да? И вот он сказал: ты, если хочешь совершить что-либо из запретного Аллахом, ты просто найди то место, где Аллах просто не будет тебя видеть. И когда ты найдешь это место, делай все, что хочешь. И он такой посмотрел на него: а разве есть такое место? Понимаете, он помог ему осознать, что где бы ты ни был, Аллах же видит тебя. Поэтому он сказал: найди такое место, чтобы Аллах нигде тебя там не видел, и тогда делай все, что хочешь. Он сказал: такого нет места. Аллах будет везде видеть. Это первое условие. Второе условие, он сказал: если ты вот очень захочешь совершать грехи, ты покинь землю Аллаха. Ты же сейчас на чьей территории? Ты на его территории хочешь нарушить его правила, его законы. Поэтому каждый раз, когда ты захочешь нарушить его законы, ты просто выйди, покинь его территорию, и за его территорией совершаешь все, что хочешь. И он говорит: а разве есть земля помимо его земли? То есть, где бы я ни был, я на его земле буду совершать этот грех. Также, если ты хочешь совершить какой-либо грех, откажись от его благ. Откажись от воздуха, который он тебе дает. Откажись от воды, которую он тебе дает. Откажись от еды, тогда, живи без его помощи, тогда совершай. Невозможно жить без... Нет другой еды, помимо еды Аллаха. Нет другого воздуха, кроме воздуха, который Аллах нам дал. Если ты... Дальше он там продолжал, так ведь? То есть там он сказал: вот когда придет к тебе ангел смерти, чтобы забрать твою душу к кому? К Аллаху, к твоему Господу, и чтобы душа твоя предстала перед ним и отвечала за каждый грех, ты просто договорись с ним. Откажись дать свою душу. Не давай душу своему ангелу смерти. И он сказал: разве он у меня спросит? И последний он там сказал: когда в судный день ты предстанешь перед Аллахом, и вот за все твои грехи Аллах погонит, скажет ангелам: гоните его в ад, а ты откажись идти в ад. Вот тогда будешь совершать все грехи. И на что он сказал: все, достаточно мне этого, я не буду совершать на земле Аллаха, будучи в благах Всевышнего Аллаха, так ведь, будучи под наблюдением Аллаха, грехи. Поэтому вот понимание всего этого, что ты на его земле, что ты питаешься его, это же Аллах приютил тебя, поселил тебя у себя в доме, так получается, да, дает тебе все пропитание, все заботится о тебе, и ты говоришь: о Аллах, я пошел против тебя, да, иду против тебя. Вот когда человек понимает это, да, ему намного проще оставлять эти и другие грехи. Поэтому вот здесь приводятся слова Ибн Раджаба. Ибн Раджаб, рахимахуллах, говорит: как-то раз, будучи в пустыне, где никого не было, один мужчина встретил женщину и хотел соблазнить ее. Факаля лаха, и он сказал ей: ма ярана илля аль-кавакиб. В данный момент нас
никто не видит, кроме звезд. То есть вот небо, вот они звезды. То, что мы сейчас совершим, то есть зина, да, никто не увидит. Ни твои родители, ни мои родители, может быть, ни твой муж, ни моя жена, да, никто не увидит, кроме звезд. На что эта женщина ответила? Факалят фаайна мукаукибуха. А куда мы денем того, кто установил эти звезды? То есть звезды светятся по воле Аллаха. То есть, а куда мы его денем? Он же нас видит. Он же нас видит. То есть, он сказал, а где Аллах? Куда мы денем Аллаха? Аллах же видит нас, так ведь? Эйн Аллах. Неужели он нас не увидит? Она так спросила. И вот то, что она понимала, что Аллах всевидящий, Аллах всезнающий, это остановило ее от чего? От совершения этого, что? Греховного дела. То есть вот остановила от этой ошибки. Вот поэтому человек должен знать, что Аллах всевидящий, всеслышащий, всезнающий. Когда человек начинает знать, понимать, что Аллах ганиюн, Аллах богатый. Также ганиюн — это тот, который ни в ком не нуждается. Аллах ни в ком не нуждается. Аллах ганиюн, каримун, Аллах щедрый, баррун ва рахимун, Аллах добрый и милостивый, И его доброта, его милость обхватывает абсолютно все. Поэтому ученые говорят, милость Аллаха достигает до туда, докуда достигает его знание. Поэтому милость, так же, как и знание Аллаха безгранично, так и милость Аллаха безгранична. Поэтому на этой земле мы видим, есть, не знаю, отъявленные безбожники, атеисты. Каждый день они ходят под солнцем Аллаха. Каждый день они пьют воду Аллаха. Аллах же не лишает их воды. Так ведь? Каждый день они питаются благами Аллаха. Видят зрением, которое Аллах им дал. Используют руки, ноги, все, которое Аллах им дал. Аллах дал им детей, чтобы они любили, да, любовались ими. То есть это же милость Аллаха в этой жизни по отношению даже к тем, которые идут против Аллаха. Даже шайтан, самый враг номер один, да, он каждый день получает питание. Он же не может без еды. Поэтому, когда Аллах распределил каждому свое пропитание, в хадисе говорится, шайтан спросил: о Аллах, а где мое пропитание? Шайтан прекрасно понимает, что он не выживет без ризка Всевышнего Аллаха. И Аллах как ему ответил? Твой удел, твое питание, то есть твой ризк, тот ризк, который человек съедает, не поминая мое имя. То есть, когда человек бисмилля не говорит, вот это твой ризк, ешь этот ризк. Поэтому он даже понимает, что он живет под милостью Аллаха. То, что Аллах дал ему рассрочку, отсрочку до судного дня. Поэтому все по милости Аллаха. Поэтому, когда человек начинает это понимать, он начинает понимать, что Аллах, несмотря на то, что Он не нуждается в нас, да, Он создал нас по своей милости. И Всевышний Аллах, Он дает нам заботиться о нас. Вот мы заботимся о наших детях, зачастую надеясь, что в старости они будут заботиться о нас. Так ведь? То есть мы от них чего-то ждем. Мы нуждаемся, мы знаем, что будем нуждаться в них, но мы знаем, что Аллах гани, Аллах богатый, Он не нуждается ни в ком. И поэтому Он заботится о нас только по милости Своей, по доброте. Но не потому, что Он сейчас позаботится о нас, а потом мы будем заботиться о Нем. Нет. Аллаху самад, Аллах вечный, Аллах ни в ком не нуждается. Поэтому Аллах заботится о нас не потому, что Он нуждается в нас. Аллах дает нам не потому, что Аллах создал нас. Для чего вот Аллах создал людей? Да? Не потому, что, чтобы вот Аллах был слабым и хочет быть сильным, стать сильным благодаря нам.
Нет, нет. Аллах не нуждался в нас. Аллах, от того, что Аллах создал нас, Он не стал от этого богатства и сила, мощь Аллаха не увеличилась. Так же, как бы, если бы нас не было, от этого Аллах был бы слабее, и богатство у него было бы меньше. Нет, нет. Аллах не нуждается в нас. Аллах гани. Это мы должны понимать. Аллах милостивый. Он желает нам блага. Он желает нам блага. Аллах избавляет нас от бед, от страданий. Когда приходит беда, мы просим у Аллаха, и Аллах дает нам, альхамдулилля, после тяжести приходит легкость. Аллах открывает нам, так ведь, по милости своей. Не потому что, чтобы извлечь какую-то пользу. Вот сейчас я испытаю его, потом дам ему, открою, дай ему облегчение, и он будет благодарить меня. Да? Нет, не для этого. Аллах не нуждается в наших благодарностях. Он же гани. Он же аль-гани. Он богатый, он не нуждается в нас. И Аллах создал нас не для того, чтобы стать мощным, сильным благодаря нам. И до нас он был слабым. Нет, нет, Аллах не нуждается в этом. И Аллах не создал для того, чтобы мы носили Ему питание, еду. Да? Даже когда мы делаем курбан ради Аллаха, разве мы даем Ему что-либо? Аллах говорит: «Ля яналуллаху люхумуха валя димауха». Не достигают их ни мясо, ни кровь Аллаха. Аллах не нуждается в этом. Мы закалываем животное и сами же съедаем его. Так ведь, нет? Мы сами съедаем. Мы раздаем людям, так ведь? Но Аллах же не хочет, не желает от нас, не требует, чтобы мы его кормили, да? Чтобы мы приносили какую-то ему пользу. Нет, Аллах в этом не нуждается. Аллах не хочет, не требует от нас, чтобы мы его защищали от чего-то. Разве Аллах нуждается в этом? Да? Нет, Аллах в этом никак не нуждается. Никак не нуждается. Поэтому Аллах сказал: «Ама халактуль джинна валь инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей только с одной целью, чтобы они мне поклонялись. «Вама уриду минхум мин ризкин». И я не хочу от них никакого удела. Я не хочу от них никакого удела. «Вама уриду ан ютгаймун». И я не хочу, чтобы они меня кормили. Вот даже если немножко посмотреть, да, религию, вот там шаманов, которые где-то там живут, да, даже вот там мы видим, они, например, закалывают животные, да, и где-то оставляют. Или, например, там загружают на плот, да, на лодку и по течению отпускают, и если через некоторое время все утонет, значит, Аллах принял их корову, да. То есть Аллах не нуждается в этом. Это рыбы съедят все. Да, его создания съедят. Но мы должны понимать, что Аллах, мы ради Аллаха закалываем, но это не имущим людям. Мы кормим людей, а не Аллаха. Я не желаю, чтобы они меня кормили. Инна Аллаха хуа раззак. Аллах сказал: воистину Аллах тот, который дает удел. Даже не просто разикун, да, а раззаку. То есть Аллах не просто нас один раз кормит, Он каждый день нас кормит. Каждый день нас кормит. Каждый раз нас кормит. Зуль кувватиль матин. И Он обладатель великой, непоколебимой мощи. Зуль кувватиль матин. Сурату Зарьят, 56 аят. Также Всевышний говорит: «Вакуль альхамду лиллах». И скажи: хвала Аллаху, аллави лам яттахид валяда, который не избирал для себя ребенка. Лам ялид ва лам юлад, не родил и не был рожден. Поэтому у Аллаха нет детей. Который не избирал для себя ребенка. Валям якуль лаху шарикун фил мульк, и нет у него, и никогда не было у него сотоварищей в его власти. Он ни с кем не делит свою власть. Он один там. Он один управляет и небесами, и землей. Поэтому Аллах говорит: если бы на небесах и на земле было несколько божеств, то они давно бы уже пришли бы в негодность. Даже изучая, в институтах это же преподают, там Древней Греции литература, да, историю Древней Греции, там боги, которые дерутся, все время у них дерутся между собой. Так ведь?
Вот они сами придумали и говорят, они все время воюют друг с другом. И они такие залимы, да, преступники, да, они там, нет у них милосердия и так далее, и так далее. Вот, они даже сами это в фильмах показывают. Поэтому Аллах говорит, если бы было несколько божеств на земле, вот как они говорят, Бог солнца, Бог земли, да, они бы давно передрались бы с собой. Мы, люди, не можем забор поделить. Метр сюда или метр обратно. Поэтому хозяин один. И на небесах, и на земле. Все, абсолютно, всеми мирами управляет только один Аллах. И нет ни одной галактики, ни одной кусочка земли, территории во Вселенной, помимо власти Аллаха. Поэтому нет у него сотоварища в его власти. «Валям якуль лаху валийюн минадзуль». И нет у него покровителя от минадзуль, вот от унижения, от слабости, да? «Вакаббирху такбира». И возвеличивай его, нет у него покровителя от унижения, возвеличивай его, такбира, великим возвеличиванием. Сура Аль-Исра, 111 аят. И также есть хадис. Хадис этот от Абу Зара, радийаллаху анху, сборники Сахих имама Муслима, где хадис Кудси, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, доводит до нас слова Аллаха. «О рабы мои», то есть помните хадис, да? «Все вы заблудшие, кроме тех, кого я наставил, просите у меня». И вот есть там такие слова: «О рабы мои, воистину вы не сможете принести мне никакую пользу. Так же, как вы не можете мне принести никакой вред». Поэтому кто может принести Аллаху вред? Никто. И кто может принести какую-то пользу? Он не нуждается в этой пользе. Вот это пример. Как отражается, что требует от нас вера вот в эти имена и атрибуты. Также, когда раб начинает понимать, что Всевышний Ар-Раззак, что вот он дает пропитание, да, что он управляет всем. То есть у него появляется такое качество, такой вид поклонения, как надежда. Он начинает надеяться. Так ведь? Он знает, что Аллах милостивый, что Аллах мудрый, что Аллах всесильный. Вот на кого положиться, на кого надеяться, так ведь? То есть вот это ар-раджа и желание получить то, что у него есть. И, конечно, он начинает ждать от него, ждать его помощи, полагаться на его помощь, так ведь? И он будет проявлять свою немощность, свою слабость перед кем? Не перед его рабами. Он же знает, что не раб тут решает, а Господь решает. Поэтому вся его слабость, все его унижение только перед ним. Он только у него будет просить. И только ему будет жаловаться, так ведь? Потому что только все в его руках. Только все, абсолютно все в его руках. И поэтому Аллах говорит: «Я юханнас, о люди, антумуль фукарау илаллах». Все вы фукара, факиры. То есть все вы нуждаетесь в Аллахе. Все вы нуждаетесь в Аллахе. Валлаху хуаль ганиюль хамид. А Аллах, Он богатый. Он ни в ком не нуждается и прославленный. Сурат Фатир, 15 аят. Поэтому вот это есть надежда. Это есть надежда. Вот почему мусульманин, когда его постигает трудности, он намного сильнее, чем неверующий человек. Это даже психологи про это пишут. Да? Пишут, когда вот, например, когда человек теряет близких людей. Все пишут, что верующим людям намного проще, потому что у них есть надежда. Вот когда атеисты, им так тяжело. Мне иногда так жалко вот этих людей, да, когда они хоронят, вот когда вдова, да, вот апа, которая прожила с мужем, я не знаю, 40 лет, 30 лет, 50 лет, да, они вместе сколько лет жили, да, но они лишены веры. Они лишены веры в судный день, в жизнь вечную, в рай, да. Вот для них что такое смерть? Да, смерть это все, это стена, все. И когда она расстается с мужем, она понимает, что они никогда не встретятся. Все, это конец для нее. Так ведь? То есть для нее мы закрыли путь к надежде. А мусульманка, которая хоронит мужа, да,
она понимает, что все по воле Аллаха. И что жизнь продолжается, что у нее есть надежда, что они встретятся там в раю. Поэтому мусульмане, когда издревле хоронили своих родных, близких людей, они не переставали делать дуа за них. Они читали Коран, потому что и они просили у Аллаха: «Я Раббам, джаннат ташраштар бизна». Дай нам возможность встретиться там в раю. Это же надежда. Когда есть надежда, есть сила, есть стимул бороться дальше. Недавно один брат, он закончил медицинский университет, рассказал, машаллах, такой хороший пример привел. Да, я надеюсь, что он не будет против, я тоже приведу. Да? Мы, говорит, проводили опыты с крысами. Там подключили вот эти аппараты, там, которые сердцебиение, давление, все показывают у крыс, да, и кинули их в ванную с водой, ну, в емкость с водой. И крысы начали бороться за жизнь. Через сколько-то часов, через 10 часов, а аппарат все показывает. Сердцебиение, состояние, там, давление, все. То есть это опыты проводили. Через 10 часов крысы умерли. Все. Они не смогли выжить. Так ведь? Потом они берут других крыс, также подключают. Они сейчас знают, через сколько часов они умрут, да? Когда давление уже дойдет до крайности, да? Все, они это понимают. Они берут следующую партию крыс, также подключают к этим всем аппаратам, датчикам, и также их кидают в воду. Когда уже подходят последние мгновения, что все, они уже умирают, они спасают их. Они их извлекают из воды, все там откачали, успокоились, они восстановились, обратно потом их подключают к этим датчикам и обратно кидают в воду. И знаете, на сколько часов они больше прожили? В 5 раз. То есть, если тут 10 часов, они 50 часов выжили. Только через 50 часов умерли. И вот психологи, которые изучают уже, это как правильно назвать, да, психологию животных, физиологию животных, да, вот этот инстинкт самосохранения, они уже пишут это заключение, что вот что их заставило в 5 раз жить больше, прожить? Надежда, что их оттуда заберут. Поэтому мусульманин, он должен быть сильнее. У него кто есть? Вот земля рушится, да? Все рушится, все против тебя. Но мусульманин знает, что есть Аллах. И все, что происходит, под чутким руководством кого? Аллаха. Поэтому вот это есть надежда. Когда человек начинает понимать это дает ему силу. Появляется поклонение, которое называется надежда. Полагание на Аллаха. Поэтому аятов много, но уже время на исходе. Да? Когда человек начинает понимать, что Аллах, Он великий, Аль-Азим, да? Зуль-Джаляли валь-Икрам, обладатель величия, да? Он вот это побуждает его к какому виду поклонения? То есть это покорности перед Ним. Что Аллах величий. Что Аллах велик. Что ничего не может быть величие Его. Это появляется покорность. Появляется смирение. Появляется любовь к величественному. Любовь к величественному. И другие виды поклонений. Поэтому Всевышний говорит: «Инна Аллаха кана алиян кабира». Воистину Аллах был возвышенным, то есть возвышенным во всем, Его качестве, Его силе, Его мощи. Кабира, то есть большим, великим. Алимул гайби ва шахадатил кабирул мутааль. Аллах, знающий все сокровенное и все явное. Аль-кабир, то есть кабир переводится как большой, то есть великий. Аль-мутааль, возвышенный абсолютно во всем. Сура Тур-Рад, 9 аят. И таких аятов много. Когда раб начинает знать, что Аллах, то есть Аллах, Он, то есть зуль-камали, то есть обладатель совершенства. То есть Аллах совершенен абсолютно во всем. Да? То есть это, когда он понимает, что Аллах совершенен и в мудрости, и в знании, и в милости, да, и в управлении, в его сердце появляется особенная любовь к Нему.
он начинает скучать по нему. Он начинает скучать по нему. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ваман ахабба лика Аллахи, ахабба Аллаху ликаа». И кто возжелал встречу с Аллахом, Аллах возжелал встречу с ним. Поэтому Ибрахим, алейхиссалям, он не хотел умирать. Он не хотел умирать. Но когда ангел смерти довел желание Ибрахима до Аллаха, и Аллах сказал: передай моему возлюбленному рабу, то есть Джибриль, когда ангел смерти хотел забрать душу Ибрахима, алейхиссалям, Ибрахим как сказал? Как же, говорит, Аллах может забрать душу любимого друга? Его любимый друг хочет жить. То есть Халиль, так ведь, любимчик Аллаха. И Аллах сказал ангелу смерти: ты скажи ему, какой же друг не желает встречи со своим другом? То есть Ибрахим сразу понял, что Аллах хочет встретиться с ним. И он сказал: забирай мою душу. Так ведь? Поэтому любовь к Аллаху, скучать по Нему. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ. И кто желал встречи со своим Господом, кто желает встретиться с Господом, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, то пусть он совершает благие дела. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. И чтобы وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, то есть пусть он не предает ему сотоварища, никого в поклонении. Суратуль Кахф, 110 аят. И вот так можно, дорогие братья, привести любое имя и атрибут Аллаха. То есть вот эти имена, вера в эти имена и атрибуты требует от нас какого-либо конкретного поклонения. Пусть это будет поклонение сердца, пусть это будет поклонение языка, пусть это будет поклонение других органов нашего тела. И вот в этом есть смысл изучения имен и атрибутов Аллаха. Мы не изучаем имена Аллаха просто, чтобы их перечислять во время дуа, хотя это тоже поклонение, да, тавассуль. Мы не изучаем просто хвастаться, да, я вот выучил 99 имен Аллаха, да. Нет, мы должны это все отражать, это знание, эту веру в наших деяниях. وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.